Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. Добрый день и добрый вечер, конечно же. И слово «женщины» – закон. И мы приветствуем главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Также мы приветствуем членов уважаемого жюри и номинантов сегодняшнего конкурса. А также мы приветствуем почетных гостей, участников сегодняшнего праздника, которые для вас проведут обладательница 3 премий за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ, член Общественной палаты России, популярная телеведущая Тина Канделаки И заслуженный артист России, популярный актер кино и театра, человек, который не первый раз ведет эту премию и уверенно пользуется у вас уже заслуженной любовью и уважением. Дамы и господа, Игорь Верник. Спасибо. Спасибо. Друзья, мы все отлично понимаем, что считанные минуты остались до начала церемонии награждения победителей 8-го международного конкурса журналистов «Золотое перо». Конкурса, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В этом году исполнилось, спасибо за эти аплодисменты. В этом году, друзья, исполнилось 10 лет со дня принятия Конституции Чеченской Республики. И нынешний 8-й конкурс будет посвящен именно этой дате. Конституция Чеченской Республики – это документ, который подарил народу Чеченской Республики надежду на будущее. Он стал своеобразной декларацией, в которой чеченский народ сказал «нет» войне. Это стало возможным благодаря человеку, который не побоялся выйти вперед и бросить вызов силам международного терроризма. Человеку, который посвятил свою жизнь народу, первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Начало мира и первый шаг. Мы должны охранять свой порядок здесь. Чем мы хуже других? Мы не сдаемся русским. Мы идем в правовое поле. Нет русских чеченцев, есть граждане Российской Федерации. Что я должен сделать? Я должен защищать свой народ, которым мне доверили свою судьбу. Я буду это делать. Сегодня, алхамдулилlah, в республике начинает становиться мир.
Спасибо, друзья, за ваши аплодисменты. Мы идем дальше. Ахмат Хаджи навсегда останется в светлой памяти благодарных потомков, потому что ради них он совершил свой подвиг. Но путь, который он начал, достойно продолжил его сын. Для открытия церемонии награждения победителей 8-го международного конкурса журналистов «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, мы приглашаем на сцену главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Дорогие друзья, я приветствую вас всех на 8-м международном конкурсе журналистов «Золотое перо». За свою короткую историю этот конкурс стал одним из самых престижных в России. Участие в нем принимают журналисты не только из нашей страны, но и со всего мира. И с каждым годом география участников расширяется. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, отмечал высокую роль СМИ в общественной жизни страны. Ахмат Хаджи много сделал для становления сферы журналистики республики. Благодаря ему в тяжелые послевоенные годы свою работу возобновили республиканские газеты, радио и телевидение. Сегодня начатое Ахматом Хаджи дело продолжает его команда. Мы создали журналистам все условия для работы и творчества, поэтому они не раз уже становились лауреатами российских международных конкурсов. Многие из них отмечены почетными грамотами и дипломами. Журналистика – это сложная творческая профессия. Для журналиста важно вдохновение, и многие находят его в нашей республике. Ведь регион активно развивается, поэтому к нам так часто и охотно приезжают корреспонденты федеральных и иностранных СМИ. Ежедневно у нас проходят различные выставки, конференции, мероприятия. Мы открываем новые объекты. Наши спортсмены завоевывают престижные награды. Все это дает журналистам огромное поле для деятельности. Я уверен, что этот конкурс откроет для нас десятки новых имен. Тех, кто говорит правду и доносит его до людей. Тех, кто желает счастья и процветания нашей стране России. Я поздравляю всех победителей и призеров конкурса. Желаю вам счастья и творческих успехов. Удачи, дорогие друзья. Рамзан Ахматович, а вот мы знаем, что вы сегодня еще должны выполнить приятную миссию. Да, как всегда, мы знаем, что вы любите свой народ, вы делаете все, чтобы ваш народ процветал, и мы знаем, что сегодня нас всех ждет сюрприз. Нет, не нас всех, а только счастливцев, которым сейчас, Рамзан Ахматович, вы сделаете действительно невероятный подарок. И это ключи от новых квартир. По инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова Общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, следующим работникам ГТРК в войнах, принимавшим активное участие в проведении референдума по принятию Конституции Чеченской Республики, вручаются ключи от квартир Магомадову Руслану Султановичу, монтажеру телевидения ГТРК в войнах. Сатуевой Ларисе Дукушевне, художнику ГТРК «Война». Айдамировой Саре Сулеймановне, редактору телевидения ГТРК «Война». Магомадовой Мадине Маудиевне, ведущей программы телевидения ГТРК «Война». А также 11 сотрудников ГТРК «Война» получают денежное вознаграждение по 100 тысяч рублей каждому. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Спасибо. Давайте этими дружными аплодисментами поздравим новоселов. Да, потрясающий подарок. Я думаю, что, конечно же, те, кто получил эти удивительные подарки, счастливы. Думаю, что все присутствующие здесь рады за тех, кто получил эти подарки. Ну и мы идем
Дальше. Мы продолжаем нашу церемонию. Кто же те мастера, которым достанутся призы? В этом году это создатель телевизионных и радиопрограмм, авторы публикаций и фоторепортажей на страницах газет, журналов и интернет-изданий. Это настоящие профессионалы, которые всегда в гуще событий. Вы знаете, эти люди заставили в этом году жюри очень долго смотреть телевизор, не отрывать от него глаз и долго потом в последующих дискуссиях ломать копии над тем, кто же все-таки самый лучший. Знаете, это на самом деле очень сложно понять, кто же лучше, особенно когда дело касается журналистики, амбиций очень много, таланта достаточно, а выбрать лучшего всегда очень сложно. Ну так вот, сегодня около 500 работ из разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья. И пора представить вам самоотверженных людей. Итак, кто же взял на себя труд судить лучше? Председатель Союза журналистов Чеченской Республики Ислам Хатуев. Заместитель министра национальной политики, печати и информации Саид Селим Абдул-Салимов. Член Союза журналистов Российской Федерации Алишер Хаджаев. Помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев. Советник главы Чеченской Республики Ильмам Вахидов. Заслуженный журналист Чеченской Республики, советник руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Раиса Сайдулаева. И главный редактор газеты «Зов земли» Адлан Сагаипов. Итак, имена нам известны. И вот мы уже начали, или вернее начинаем самую волнительную часть нашей торжественной церемонии. Сегодня с этой сцены прозвучали имена победителей 8-го международного конкурса журналистов «Золотое перо». Имена лауреатов каждой из 8 конкурсных номинаций. И, конечно же, особый приз ждет обладателя высшей награды конкурса «Гран-при». И мы хотим от лица всех участников этой церемонии поблагодарить постоянного спонсора и организатора международного конкурса журналистов «Золотое перо», региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А также лично президента фонда Аймани Несиевну Кадырову за всемирную поддержку сотен и тысяч социальных проектов и за огромную благотворительную работу, которая прежде всего направлена на оказание помощи нуждающимся и поддержки людей. Спасибо. Ну что ж, друзья, а перед тем, как мы начнем называть вам имена наших номинантов и победителей, мы бы хотели, чтобы здесь, так сказать, появилась мощная энергия, зажегся удивительный свет. Игорь, ну давайте не будем лукавить. Где вы видели настоящую чеченскую церемонию без хорошей музыкальной программы? Конечно, без хорошей музыкальной программы, мне кажется, это и не чеченская церемония. Поэтому абсолютно ожидаемо, что мы сегодня с вами на этой церемонии, даже несмотря на то, что мы с вами не члены жюри, несмотря на то, что мы с вами не будем победителями конкурса, но абсолютно точно нам здесь скучать не придется. Конечно. Итак, на сцене кавалер ордена Кадырова, государственный ансамбль танца в войнах. Танец называется «Башла Манхой».
Друзья, мы продолжаем, и сейчас очень важно, что мы начинаем объявлять имена наших номинантов. Ну что ж, давайте наконец-то правду узнаем имена. Давай раскроем интригу вечера и объявим первую номинацию. Ну что ж, поехали. Итак, внимание. Первая номинация. Печатные и интернет-СМИ. Внимание на экран. Ну что ж, еще раз повторю название номинации. Печатные интернет-СМИ, и в этом году в каждой номинации учреждено первое, второе и третье места. И первая номинация – лучший публицистический материал. Нам бы хотелось пригласить на эту сцену лауреата в этой номинации. Хабибулла Джамалдинов, Чеченская Республика. Сухайл Тармахамед, муфти Южноафриканской Республики. И Элихан Давлетбаев, корреспондент газеты «Зов земли». И для оглашения решения жюри мы приглашаем на сцену председателя Тукуваху Абдурахманова. Видимо, сложно выбрать, я понимаю, хочется наградить всех. Но все-таки у нас 3 места, первое, второе и третье. Итак, у вас в руках конверт. Сейчас на ваших глазах этот конверт будет вскрыт, друзья, и мы узнаем имя победителя. Подчеркну, занявшего пока 3-е место. Итак, кто сегодня на 3-м месте? Внимание! Элихан Давлетбаев. Корреспондент газеты «Зов земли». Второе место Сухайл Тармахамед. Вы понимаете, да? К нам приехал этот журналист из ЮАР, издалека, и мы очень рады, что вы приняли участие в этом конкурсе. Поздравляем вас с наградой. Да, вы не слышите меня сейчас, не понимаете, что я говорю, но поверьте, это от чистого сердца. Мы поздравляем вас. Ну и, наконец-то, 1-е место. Первое место Хабибулла Джамалдинов. Хабибулла Джамалдинов. Диплом, награда и заветная статуэтка. Хабибулла, победители могут сказать хотя бы несколько слов, как мне кажется. Все победители столь немногословны. Может быть, вы хотели бы тоже что-то сказать, как победитель, занявший 1-е место? Многоуважаемая команда, сегодня один из представителей малого народа нашей республики имеет честь здесь участвовать в церемонии и получить диплом. Конечно, очень мне сейчас трудно говорить. То, что когда я сюда уже поднимался, столько хотел сказать, а сюда, когда вышел, очень много забыл. Тем не менее, мы, представители малого народа в республике на сегодня, не знаю, как местное население, которое живут за пределами республики, чувствует себя на других регионах, но мы чувствуем себя очень хорошо, вольготно, достойно. Я очень редко выезжаю из республики, но когда бываю, они сразу узнают, что я по акценту знаю, что я из этой республики. Они говорят, нам бы вашего президента хотя бы на 2 года. Я говорю, вам его не будет никогда, не сомневайтесь.
Мне жители нашего виноградства напутствовали, что виноградовцы, не зная себя, что без брата, без соседа, без друга чеченца они себя не представляют. Я это говорю от души. Берегите себя. Дал от тобой. Спасибо вам огромное. Мы бы Спасибо. попросили всех победителей занять места в зале. Спасибо, друзья. А вы тоже, конечно, проделали такой путь. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I offer my heartfelt gratitude to, first of all, the Chechen President, Ramzan Kadyrov, Hafizahullah Ta'ala. Я хочу выразить в первую очередь благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. And also to the organizers of this event, Dina Muradova, for organizing my trip and facilitating for me, and all those who had welcomed us at the airport and had shown us the proper Chechen hospitality. И также хочу поблагодарить всех организаторов данного конкурса, в особенности Мадину Мурадову, которая сделала для меня этот визит возможным, организовывала для меня билеты и все остальное. Также всех тех людей, которые встречали меня в аэропорту, за ваше гостеприимство. Спасибо большое. I would also like to thank all those who have attended solely for my sake. Some of the guests here actually have attended this ceremony because in order to pay respects to me, and I appreciate that. I also wish to thank all the Chechen people for the great work that they are doing and congratulate them on the great work that they are doing. It's really amazing to see a country which was declared to be the most destroyed nation on earth in the year 2000, and now to come to this country and see it completely rebuilt and a flourishing country, so much so that when I see Grozny and when I see Chechnya, I now consider it to be one of the most developed cities. Также я хотел бы поблагодарить всех вас, чеченцев, за тот огромный труд, который вы сделали, за ту работу, которую вы сделали по восстановлению Чеченской Республики, потому что я знаю, что когда-то Грозный считался одним из самых разрушенных городов на земле, однако сейчас он является одним из самых красивых. Я могу сказать это с абсолютной уверенностью, так как сам здесь побывал. Спасибо большое. And I would be failing in my duty as a Muslim brother to also congratulate the President in particular on the Islamic environment he has created. Not only that, but also the very safe environment that he has created in this republic, where unfortunately in our country or in Western countries, and because of Western media, Chechnya is portrayed as in a very negative picture. But when I visited the country, my impressions have changed completely, and I've realized it is one of the most safest places to be. In fact, I would go to the extent of saying that I feel safer in Chechnya than in my own country. Также я хотел выразить несколько слов о том, поблагодарить главу Чеченской Республики за то, что он создал такую доброжелательную, мусульманскую настоящую атмосферу. Потому что я даже, будучи в собственной стране, не чувствую себя настолько свободным и в безопасности, как я чувствую это здесь. Спасибо большое. Thank you very much to all of you. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to continue blessing you all and making the Chechen community a very prosperous community, and may peace and prosperity always prevail in the Republic of Chechnya. Спасибо еще раз большое. Я буду делать дуа за то, чтобы Чеченская Республика также динамично развивалась и дальше. Спасибо большое. Я присоединяюсь к сказанным словам. Спасибо организаторам конкурса. Признаюсь, когда я подавал заявку, я руководствовался принципом, что главное участие. Но если жюри столь высоко оценило мою работу, то, думаю, это накладывает ответственность. Буду стараться соответствовать данной награде. Спасибо. Поздравляем вас. В нашей республике проживает 44 национальности. Это к словам, кто первым выступал. А наши отцы нам завещали создать такую республику, это их заветы, где
где мы свободно могли бы говорить такие святые для чеченского народа слова: «Приходи свободным, уходи свободным». Благодаря Ахмату, благодаря Рамзану мы такую республику имеем, которую вас приветствуем. Спасибо. Спасибо. Мы просим победителей пройти в зал под ваши аплодисменты, под фанфары, которых они, конечно же, достойны. Ну и, друзья, конечно же, мы идем дальше и с удовольствием объявляем следующую номинацию в разделе «Печатный интернет-СМИ». Это лучший информационно-аналитический материал. Сейчас прелестные девушки выйдут на эту сцену. И вот теперь, когда уже призы на сцене, мы готовы. Приглашаем на сцену 3 лауреатов в этой номинации. Итак, внимание, лауреатами в этой номинации стали Андрей Епифанцев, газета «Ноев ковчег», город Москва. Роза Сатуева, газета «Чеченский правозащитник», Беслан. Я прошу прощения, Беслан Висамбиев, Министерство Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации. Беслан, просим вас на сцену. А Беслан уже на сцене. А для оглашения решения жюри в номинации «Лучший информационно-аналитический материал» мы приглашаем на сцену Шамсаила Саралиева, депутата Госдумы Российской Федерации. Вот он момент славы. Медленно идет Шамсаил, не спешит. Все взоры обращены к нему. Естественно. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые друзья, разрешите мне объявить наших победителей. Итак, 3-е место Беслан Исамбиев. Внимание, награда у победителя. 2-е место Роза Сатуева. Диплом, букет роскошных цветов и, конечно же, статуэтка. Ну и 1-е место. И вот интрига. Кто же получит 1-е место? А Шамсаил об этом уже знает. Да, возможно. Сложно догадаться. Но, тем не менее, поздравляем с 1-м местом Андрея Епифанцева. Уважаемые победители, если позволите, я обращусь к вам с просьбой. У нас есть регламент церемонии, и по регламенту церемонии сказать несколько слов может только победитель, занявший 1-е место, потому что нам с вами хорошо, вам с нами хорошо. И мы, конечно, можем не расставаться и до вечера остаться в этом зале, но все-таки, если можно как-то, давайте так, вот кто 1-е место занимает, тот и говорит. Давайте, Андрюша. Итак, Андрей. Здравствуйте, друзья. Уважаемый Рамзан Ахматович, высокое жюри, которое делало выбор, дорогие друзья, дорогие жители Чечни, я хочу выразить самые глубокие искренние слова благодарности за то, что сделали именно такой выбор. Я очень рад и считаю, что, наверное, наверняка были гораздо более достойные работы, чем моя. Вот эта статья, скажем так, о последствиях, возможных последствиях войны в Иране, не дай бог, если она, конечно же, разразится. Ну, спасибо. Я хотел бы сказать пару слов. Я один из тех людей, наверное, которые, в общем-то, сейчас 1-й раз в Грозном. И мои представления о Чечне и о Грозном, они, в общем-то, основываются на тех вот скорбных видео и видеокадрах тех войн, которые здесь прошли. И то, что я сейчас увидел, конечно же, это поражает. Это поражает, действительно. Размеры того, что вы сделали, величина того, что вы сделали, огромны. Мы понимаем, что впереди еще долгая дорога, но судя по тому, что я сейчас увидел, вы и мы все, мы, граждане России, как одной страны, на правильном пути. И последнее, мы видели строящийся дом торжеств. Размер этого дома, его дизайн, архитектурный замысел действительно поражают. От своего лица, от лица газеты «Ноев ковчег» хочу пожелать, чтобы, вот, дай Бог, чтобы и сами торжества
в этом новом доме были под стать этому новому зданию. Спасибо. Андрей Епифанцев, газета «Ноев ковчег». Спасибо, большое. Андрей. Мы поздравляем всех победителей и бурными аплодисментами провожаем их шествие в зрительный зал. Спасибо, Шамсаил, спасибо большое. Ну что ж, следующая номинация. Внимание, друзья, следующая номинация – это лучший репортаж. И мы приглашаем на эту сцену лауреатов данной номинации. Милана Баркаева, ученица средней школы, Норвегия. Иса Закриев, информационное агентство «Чечня Today». И Хадижат Хамзатова, газета «Зов земли». Итак, номинанты выходят на сцену, а для оглашения решения жюри в номинации «Лучший репортаж» мы приглашаем на сцену первого заместителя председателя правительства Чеченской Республики Ису Тумхаджиева. Очень интересная номинация, пока Иса поднимается, позволю себе прокомментировать, потому что, как вы видите, наряду с взрослыми состоявшимися журналистами в конкурсе участвует ученица, совсем молодая девушка, но тем не менее участвует на равных со взрослыми. Это, видимо, говорит о том, что ее работа представляет собой абсолютно полноценный журналистский труд. Давайте пожелаем все вместе Милане удачи, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы вот это ее первое участие в конкурсе стало для нее знаковым. Итак, Иса, прошу вас. Третье место. Третье место Хадижат Хамзатова. Хадижат Хамзатова, газета «Зов земли». Статуэтка, диплом и, конечно же, прекрасный букет цветов. Радость на лице победительницы. Сейчас вы увидите ее. Вот. Второе место Милана Баркаева. Милана Баркаева, ученица средней школы, Норвегия, занимает второе почетное место. И, наконец, кто же занял первое место? Иса, как-то нерадостно вы объявляете вообще просто. Первое место Иса Закриев. Вот теперь радостно. Вот теперь уже радость заслуженная. Вы заняли первое место, вам и говорить. Очень радостно принимать участие в конкурсе в памяти великого человека, первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова. А занять первое место – это стать счастливым. Дарья Схол, Рамзан Ахматович, я хочу выразить благодарность организаторам конкурса, фонду Аймане Несиевне. Дарья Схол, я обязательно. Спасибо вам большое. Вы знаете, прошу вас о снисхождении, о том, чтобы сделать исключение, потому что эта удивительная девочка Милана приехала к нам, я правильно понимаю, из Норвегии? Из Норвегии. Она не говорит по-русски. Говорит? Это прекрасно. Милана, пожалуйста, скажи нам очень хочется услышать твой голос. Извините, она немножко смущается. Естественно. Большое спасибо за Чечню, мою любимую, за Грозный и за этот конкурс. И спасибо. И, Милана, мы понимаем, как ты волнуешься, дорогая. Thanks for the award. И знаешь что, мы хотим сказать тебе, что тебя хотел поздравить твой наставник и учитель, редактор газеты господин Биргер Касперсен. А? Это не вариант фамилии Абрамович, это по-другому звучит. Биргер Касперсен. Биргер Касперсен. Ах, конечно, Биргер Касперсен, как я мог сказать иначе. Так вот, Биргер Касперсен, конечно, хотел поздравить тебя. И вот... Здравствуйте, я приветствую Чеченскую Республику. Меня зовут Биргер Касперсен, я редактор норвежской газеты Folkebladet Norway, журналист и политик.
Я являюсь другом семьи Миланы Баркаевой на протяжении уже 9 лет. Честно говоря, победа Миланы – это очень знаменательное событие, лично для меня как человека и как профессионала. Я очень горжусь тем результатом, которого она добилась, и думаю, вы разделяете мои чувства. Мы все, включая ее знакомых и друзей, а также журналистское сообщество нашего города, гордимся успехами нашей юной журналистки. Ей всего 13 лет, и она уже заняла 2-е место на престижном конкурсе. Это большое достижение. Еще раз, как друг семьи, я сердечно поздравляю ее и очень ею горжусь. И желаю успехов вашему конкурсу. Спасибо большое. Спасибо всем огромное. Иса, наконец-то настал момент уйти со сцены. Спасибо. И вслед за вами со сцены уходят наши победители. А мы, друзья, радуемся за наших коллег, за талантливых представителей чеченского народа. Ну что ж, друзья, знаешь, Тина, вот сейчас, когда ты видишь, Милану поздравляют и всех других номинантов поздравляют старшие товарищи, и все так радуемся. Я слышал однажды по радио, что пение продлевает жизнь и вообще, так сказать, насыщает какими-то удивительными эмоциями. Тебе не кажется, что нам пора перейти к такому важнейшему разделу искусств, как радио? Ну, конечно, если по радио передают, что пение продлевает жизнь, значит, так оно и есть. Переходим к номинации. Номинация «Радио». Друзья, в этом разделе были представлены 2 номинации, и первая из них номинация «Лучшая радиопередача». Итак, внимание, мы приглашаем на сцену лауреатов в номинациях «Лучшая радиопередача» Милана Сусаева, телерадиокомпания «Даймох», Мадина Амагоева, радио «Голос России», Москва, Татьяна Гладченко, она же Ася Белова, Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». И Сергей Судев, «Просто радио», Гагаузия, Молдова. И, друзья, для объявления и награждения победителей приглашаем на сцену мэра города Грозный Ислама Кадырова. Дорогие друзья, пользуясь возможностью, пока Ислам идет на сцену, Ислам Кадыров, он же лорд в Инстаграме, поэтому фоллойте, дружите, последуйте за ним. Итак, внимание, в руках мэра города Грозного конверт. Он вскрывает его, и сейчас он первым увидит имена наших победителей, и мы услышим из его уст, кто же это. Приз жюри за авторскую радиопередачу Сергей Судев. Сергей. Сергей Судев занимает 3-е место и становится почетным радио. Прошу прощения, получается 2-е, наверное, да, если у нас 2 получается? Нет, у нас, даже, посмотри, у нас 4 номинанта, поэтому интрига более сложная. Место. Сейчас ты все поймешь, Тина. 3-е место Милана Сузаева. Внимание, это 3-е место. А, то есть получается приза будет 4. Конечно. Второе место Ася Белова. Первое место Мадина Амагова. Мадина Амагова, корреспондент радио «Голос России», город Москва. Мадина, просим вас сказать несколько слов. Конечно. Я приветствую всех, кто в этом зале. Мне очень приятно, что я участвую в этом конкурсе. На самом деле неожиданно вот эта победа. Я рассчитывала там, место на 3-е. И знаете, даже напилась валерьянки, чтобы сильно не волноваться. Это очень приятно быть победителем и стоять среди профессионалов, и быть лучшим из лучших.
И мне кажется, вы знаете, я делю людей на 3 категории. Это профессионалы, дилетанты и дилетанты, которые делают свое дело с душой. Вот я, наверное, 3-я категория, потому что я скорее дилетант, чем профессионал, но я очень люблю свою работу и делаю это с душой. И надеюсь, это было заметно по тем материалам, которые я прислала. Еще мне очень хочется сказать огромное спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что происходит в нашей республике. И даже самые непримиримые скептики должны признать, что мы на правильном пути. Спасибо, Мадина. И прежде чем вы покинете сцену и вас встретят бурными аплодисментами ваши коллеги и друзья, мы бы хотели, чтобы, Сергей, вы подошли к этому микрофону, тем более, что он точно направлен на вас сейчас. И мы знаем, что у вас есть послание от главы региона, и хотелось бы, чтобы вы зачитали его. Уважаемые дамы и господа, вы знаете, еще совсем недавно я и не знал, что попаду в Чеченскую Республику и в столь замечательный город Грозный. Я остался удивлен. Тем более, что, я вам честно скажу, у меня есть замечательный друг, зовут его Гапур. Он сам с Грозного. Я не знал, что я попаду сюда. Поступило предложение принять участие в конкурсе, заполнить анкету, что в принципе я и сделал. Но не думал, что я приеду к вам сегодня сюда с двойной миссией. Поэтому отдельное спасибо хочу сказать Гапуру. И, наверное, следует прочесть и подарить подарок нашего башка на Гагаузии Михаила Фармузала. Я зачитаю сейчас послание. Ну, в 2 словах. Ассаламу алейкум. Господин Кадыров. Волнительно, какая-то метаморфоза происходит. Итак, дорогие друзья, вот что сказано в послании. Уважаемые участники и гости 8-го международного конкурса журналистов «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, героя Российской Федерации Ахмат Хаджи Кадырова. Позвольте выразить вам слова приветствия и заверения в искреннем уважении от меня лично и от всех жителей Гагаузской автономии Республики Молдова. За 8 лет существования конкурса его организаторы смогли собрать вокруг этого замечательного события многих молодых перспективных журналистов, представителей СМИ из самых разных стран мира. Всех участников объединяет подлинный интерес к Чеченской Республике и к политике по возрождению и развитию Чечни, проводимой ее лидерой, главой республики Рамзаном Кадыровым, который свято следует заветам первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадырова, чьи намерения всегда были обращены на благо чеченского народа. Проведение этого конкурса является крайне важным вкладом в консолидацию межнациональных отношений Чеченской Республики и представляет собой часть огромной работы, которая проводится руководством республики во имя единения и мирного сосуществования всех народов, проживающих в Чечне. Надеюсь, что сотрудничество между Гагаузской автономией и Чеченской Республикой будет неизменно развиваться и способствовать расширению взаимовыгодного взаимодействия в социальной и экономической области, а также в сфере культуры и образования во благо и в интересах наших народов. Уверен, что чеченский народ ждет дальнейшее процветание, прогресс и благополучие. Желаю всем участникам, победителям и организаторам этого замечательного конкурса мира, удачи и дальнейших успехов. С уважением и наилучшими пожеланиями башкан Гагаузской автономии Михаил Фармузал. Спасибо большое. Дорогие братья, почему, скорее всего, братья? Потому что мы тоже маленький, малочисленный народ, тюркский народ. Наши языки похожи с турецким. Очень был приятно удивлен, что такой богатый чеченский язык, в принципе, как и гагаузский язык. Поэтому от лица своего народа всем победителям я желаю счастья, здоровья. Присоединяясь к словам своего башка на Гагаузии, адресованной вам, господин Кадыров, также счастья, здоровья вам и вашему народу. И в знак уважения примите от нас, от башка на Гагаузии, подарок. Если можно. Конечно. Расскажите подробно об этом подарке. С какой стороны? У нас в Гагаузии, как у вас, очень много умельцев.
Один из них очень любит, не любит, а занимается особым искусством. Это искусство, вот, пожалуйста, работа по дереву. Вот, собственно говоря, вот тут написано: главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову от Башкана Гагаузии Михаила Формузала. Это катка для меда. Ну что ж, мы знаем, как сложно уходить со сцены. Пожалуйста, сейчас вы имеете возможность передать этот подарок, замечательный подарок из дерева, а уже позже, конечно, Рамзан Ахматович, вы сможете попробовать этот замечательный мед. Но вы, естественно, продолжайте, не останавливайтесь. Нет, конечно, я в два слова только, я попрощаюсь с вами. Сау. Не спешите, честно. Да? Правда. Время есть, да? Да. Сау, тешекюр эдарем. Спасибо. Друзья, мы приглашаем вас в зал. Спасибо. Наша церемония продолжается. Мы переходим к одной из моих любимейших церемоний, потому что эти люди часто невидимы, но их все знают. И вот на самом деле, когда Сергей начал говорить, все-таки поставленный голос радиоведущего, он дорогого стоит. И мы всегда, поклонники, фантазируем, а как выглядит этот человек? Соответствует ли он нашим представлениям, которые складываются исходя из его голоса? И сегодня, наверное, многие из вас впервые увидят, возможно, этих людей, потому что следующая номинация – лучший радиоведущий. Итак, лучший радиоведущий. Прошу вас. И теперь, когда призы и подарки на сцене, мы объявляем вам, кто же вошел в тройку призеров. Адлан Гайтукаев, телерадиокомпания «Грозный». Ольга Буренкова, телерадиокомпания «Лотос», город Астрахань. И Юрий Минкин, телерадиокомпания «Дон ПР», город Ростов-на-Дону. Просим вас на сцену, друзья. Для оглашения победителей позвольте пригласить на эту сцену Галаса Таймасханова, министр промышленности Чеченской Республики. Галас находится по поручению, он выехал, поэтому я возьму... Но он вернется, я надеюсь? Да, конечно. Естественно. Спасибо. В таком случае, поскольку вы представляете его сейчас, мы передаем вам конверт, на котором будут написаны имена. Прошу. Немного продлим интригу. Я хотел бы начать с главного слова, верник, как вы сказали. Рамзан Ахматович, я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы это все для нас делаете, для народа, в принципе, вот этот конкурс, это для всего мира получается. Я хочу признаться, что это мой самый любимый конкурс. Я был сегодня в командировке, узнав, что у нас сегодня, знаешь, сегодня номинация. Я прилетел специально, чтобы посмотреть, чтобы принять участие, потому что это действительно профессиональный конкурс, он значимый, международный 8-й конкурс, и мы видим из года в год, как сильно оттачивается мастерство всех участников. Мы видим, как он становится более популярным. Это нас очень радует. Еще хотел бы слова сказать отдельной благодарности. Это тем людям, гостям, которые сегодня находятся в этом зале, которые принимали участие в конкурсе, потому что участие ваши приезды, это для нас многое значит, это означает то, что мы на правильном пути, и нам со своей стороны всегда, конечно, хочется поделиться и радостью, и горечью с вами, потому что вместе мы сильны, вместе мы можем добиться более сильных результатов. Дамы и господа, Абубакар Эдельгириев, председатель правительства Чеченской Республики. Ваши аплодисменты. Спасибо, Абубакар. От вас, из ваших уст особенно приятно услышать о действительно высокой миссии этого конкурса. Итак. Третье место в номинации «Лучший радиоведущий» Юрий Минкин. Юрий Минкин. Третье место. Второе место. Второе место присуждается Адлану Гайтукаеву. Адлан Гайтукаев, Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Ну и несложно догадаться, кто на первом месте. Да, но я скажу вам, все равно очень волнительно здесь находиться. Я теперь разделяю чувства предыдущих. И первое место Ольга Буренкова.
Город Астрахань. Ольга Баренкова. Ольга получает диплом, букет прекрасных цветов и, конечно же, вожделенную статуэтку. Ольга. Здравствуйте всем. Я из Астрахани приехала. Очень неожиданно, что вообще в числе награждаемых... Вы знаете, здесь сказали, что самая юная участница 13 лет. На самом деле нет. Самому юному участнику 8 лет. Сейчас он учится в школе. Он не смог сегодня со мной приехать. Его зовут Арсений, это мой сын. И вы знаете, он вчера звонил мне и очень сильно плакал. Он переживает, что жюри может не понять те слова, ту работу, которые он является автором. Вот. Он говорил там о дружбе, что у дружбы не бывает возраста, не бывает разделения на территории, что дружба, она или есть, и она должна быть всегда. Вот я везу ему эту награду и очень рада, что сын победил. Спасибо всем большое. Олечка, спасибо вам большое. Сыну огромный привет. И пусть приезжает сюда, в Чечню, и он ощутит действительно, какое здесь гостеприимство, какое тепло, какое радушие. Друзья, это победительница. Спасибо всем большое. Все могут вас занять места пройти в зрительно зал. в зале. Ну что ж, пока авторы лучших печатных материалов и радиопередач, ну чего ж тут греха таить, рассылают смс-ки родным и знакомым, описывая свои впечатления от полученных здесь призов и наград, Мы уступаем эту мы тоже сцену. хотим посмотреть свои смс-ки и тоже послать их. Конечно же, но с удовольствием мы с тобой сейчас из-за кулис, а вы из зрительного зала, услышите и увидите выступление Бакаева, солиста Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Прошу. نغشج بالنا خياطا غترحو حي يقوش قيسمع دي زرواغا يوحي خلقنا روش قيسمع دي زرواغا يوحي خلقنا روش قدمش نيسوني قويبوش دي كرحا طونق جمعا Çocuğum sihala oyuş moğanaş bir ahyas Nok çocuğum sihala oyuş moğanaş bir ahyas Saskonan kalanaş yoğuş Mamayraca biliran o Nok çiçak isilu çoğuş İtsahakan قينا هنا يتسحقا قينا هنا يتسحقا قينا هنا وصل شيلا قونخ جندر حندوش وترى وصل شيلا قونخ جندر حندوش أدمش تشرح بقى ششتعا تترقش تخنيرا أصنر قلقوش تاخد يحخندر تسقوش تخنيرا أصنر قلقوش تاخد يحخندر تسقوش أتونا نغالنا شيوغوش ماما يرجع ميلي رحو نوكي جاح يفسيغو تشيغوش يتسحقا قينا
نحونا يتسحقا قينا حونا يتسحقا قينا حونا شيصا تاجد يا شوي مشون نعتذرناش شرش كحت سايت صوريات أحمد حتزرناش شرش كحت سايت صوريات أحمد حتزرناش شرش كحت سايت Браво, браво. Спасибо, спасибо большое.